20 век – это время, которое насыщено разными событиями. Это Первая мировая война, это гражданская война, национально-освободительное движение, годы голода и сталинских репрессий, это Вторая мировая война, это послевоенные оттепели, это время целины, это локальные войны в Афганистане на таджико-афганской границе. Все эти события отражены в истории 20 века. Первая витрина посвящена Первой мировой войне. Здесь можно увидеть подлинные образцы оружия. Это ружье фитильное, ружье одноствольное с затвором, револьвер системы Нагана. Настоящий подлинный песенник красноармейцев датируется 919 годом, а также печатная машинка фирмы Ремингтон изготовлена была в Соединенных Штатах Америки по заказу Советского Союза с буквами советского образца. И одним из самых важных и самых первых экспонатов нашего музея является Пикельхельм офицера кайзеровской Германии периода Первой мировой войны. Он попал в книгу записей музея в 1920 году, то есть год основания нашего музея. Далее фотографии лидеров партии Алашорда, уроженцев Акмолинской области. Далее история первой железнодорожной линии нашего региона. Первая железная дорога была открыта в нашем регионе в 1922 году, и линия называлась Петрокок, потому что соединяла два города – Петропавловск и Кокшетау. Работы велись вручную, но несмотря на это, раньше намеченного срока первый паровоз прошел по железнодорожной линии со скоростью 15 км в час и ознаменовал победу нового над старым, в то время заменив собой тысячи повозок и телег, перевозивших товары, продовольственные товары из Казахстана на территорию России. Примерно в это же время начинается глобальное раскулачивание, коллективизация, и вновь образовавшиеся колхозы получали вот такие документы. Это государственный акт на вечное пользование землей колхозами, документ в натуральную величину. Следующая витрина посвящена сталинским репрессиям. Чуть позже мы обязательно в другом зале поговорим об этом немного подробнее. Далее история Второй мировой войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. На фронте сражалось более 1 миллиона 200 тысяч казахстанских солдат. 528 человек получили звание Героев Советского Союза. Из них 71 – это уроженцы Акмолинской области. Среди экспонатов подлинный радиоприемник периода Второй мировой войны, а также настоящий кирпич, обгорелый кирпич Брестской крепости, который тоже защищали казахстанские солдаты. Отдельные битвы Московской, Сталинградской, одни из самых долгих, кровопролитных. Здесь можно увидеть некоторые предметы Второй мировой войны. Это карабин, бинокль, планшетка, в которой хранили бумагу, простые карандаши, карты, штык-нож, гильзы и пули. А также среди многочисленных фотографий можно увидеть фото Ефима Степановича Емелина, Марии Смирновой-Кухарской, Малика Габдуллина. Это наш земляк, уроженец Зерендинского района. Будучи героем, уже в 1943 году он вернулся с фронта и объявил всем людям о том, что кокшетауцы на фронте сражаются как львы. Тогда духу патриотизма людей, которые остались в тылу, не было никакого предела. Здесь можно увидеть стабилизаторы мин, посуда красноармейцев, котелок, фляжка, алюминиевые ложки. Вилок солдатам не выдавали. Здесь в оригинале можно увидеть ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, а также личные вещи Кабдуша Аяганова, это махорница, зажигалка и курительная трубка. Кабдуша Аяган был пулеметчиком 314-й стрелковой дивизии. С его слов, 7 раз был ранен и 7 раз возвращался на фронт к своему пулемету. Он рассказывал, когда передавал свои вещи, рассказывал, что эту курительную трубку подарил ему в день рождения на фронте старый советский солдат. А тогда было такое мнение бытовало, что у кого на фронте есть курительная трубка, тот считался самым богатым на фронте. Во время Второй мировой войны в городе Кокшетау работало 3 военных госпиталя, 2 для советских солдат и 1 для военнопленных. В основном в госпиталях для советских солдат были люди, которые пострадали от блокады Ленинграда. Кроме того, в те города, которые были в тылу, из мест, оккупированных нацистской Германией, были передислоцированы различные заводы и фабрики. Кокшетау не стал исключением. Сюда из Московской области был перевезен Подольский завод швейных машин. Швейным цехом остался один цех, там шили верхнюю одежду, рукавицы и отправляли на фронт. В остальных цехах выпускали боеприпасы и также средствами железной дороги отправляли на фронт.
Здесь этот завод был переименован, назывался он «Секретный завод номер 621». В центральной витрине можно увидеть таблицу с фамилиями. 71 фамилия героев Советского Союза, уроженцев Акмолинской области. Здесь фамилии и Талгата Бигельдинова, он был дважды героем Советского Союза, и Малика Габдуллина, и Рахимжана Кушкарбаева, и Сагдата Нурмагомедова, и Глина Федора Филипповича. Каждая из этих фамилий достойна нашей памяти на долгие-долгие годы. После войны наступает затяжной, не менее трудный период оттепели. Послевоенные годы приходилось тоже очень сложно. Многие из мужчин не вернулись с фронта, кто-то вернулся раненым и покалеченным, кто-то вернулся не сразу, спустя 4 года и 5 лет. Поэтому подъем производства и сельского хозяйства тоже был очень трудным. И как только люди начали привыкать к мирной жизни, наступает следующий период борьбы. Теперь это уже борьба за хлеб. В 1954 году Никита Сергеевич Хрущев подписывает указ о начале поднятия целинных и залежных земель. Трудовой силы не хватало, поэтому был брошен клич студентам по всему Советскому Союзу, были вручены комсомольские билеты, и студенты приезжали в Казахстан, и в частности в Акмолинскую область, для сельскохозяйственных работ на целине. Первый эшелон с первоцелинниками прибыл на станцию Акмолинскую в 1954 году. Это были студенты Москвы и Ленинграда. Самому младшему было 16, самому старшему чуть больше 20 лет. Это были ребята, которые не имели никакого трудового опыта. Их встречали с песнями, с цветами, с красивыми транспарантами. И в этот же день прибыли на станцию трактора с вагонами, с палатками, и вместе по слегка протоптанным тропинкам они отправились в места, где должен появиться колхоз. Этого места не было на карте. В степи был бит колышек, который означал, что здесь появится колхоз, а рядом должны появиться поля. Спустя 4 года, в 1958 году, в Москве на Кремлевской площади Акмолинская область была награждена орденом Ленина за рекордное количество собранного урожая. А значит, эти работы дали свои плоды. Период целины длился более 10 лет. В городе Кокшетау выпускали аппараты искусственного дыхания. Также работал и работает по сей день известный и знаменитый гормолзавод. Здесь можно увидеть продукцию 70-х годов гормолзавода. Также в городе функционировал фарфоровый завод, где выпускали различные сувениры, а также посуду. Сейчас остался только один цех завода, работает на территории автобусного парка. В соседнем городе Щучинск работал стекольный завод, где выпускали сувенирную продукцию. В сервантах стояли целые коллекции таких стеклянных животных. За многими персоналями была настоящая охота среди коллекционеров. Например, коллекция с животными была распространена, а вот коллекция со спортсменами была очень-очень редкой. Следующая витрина рассказывает о биографии Эркына Нуржановича Ульбекова. Далее локальные войны в Афганистане, на таджико-афганской границе. Здесь показаны фотографии наших земляков, которые отдали свои жизни на локальных войнах. Далее две витрины, посвященные событиям декабрьским в Алма-Ате в 1986 году. В следующей витрине можно увидеть копию указа первого президента, когда были внесены изменения в границы Акмолинской области. Именно тогда административным центром стал город Кокшетау. Здесь можно увидеть панорамные фотографии нового города, гордость Акмолинской области, жемчужина Бурабай. И здесь же можно увидеть герб нашего города Кокшетау. Какие производственные предприятия работают в Кокшетау на сегодняшний день? Это Кокшетау Минводы, цех розовой биогенной воды Туран, минеральной воды Кулагера Росан, алкогольной также продукции. Ситуационный центр Смарт Аполь работает в городе Аполь. В Кокшетау работает ТО Блэк, продукцию из дерева выпускают. Также в Кокшетау ТО Новопэк, это мешки, упаковка, веревка. Завод Енки по выпуску кирпича работает в Кокшетау. КамАЗ Инжиниринг по сборке КамАЗов. А также в 17 километрах от города находится Васильковское золоторудное месторождение, где добывают золото. Здесь муляж золотого слитка. Также область является аграрно-промышленным регионом. Здесь сельскохозяйственные предприятия, Есель-Агро, Милпрокджет, птицефабрика, Казгерус, элеваторы, ну и, конечно, известный гормолзавод. Далее только фотомоменты. Это образование и медицина города и области, это спортивный комплекс, школа Олимпийского резерва имени Кашимукана, дворец спорта Бурабай и олимпийский трамплин города Щучинска.
Также наши прославленные спортсмены, призеры не только республиканских, но и международных соревнований. И в следующей заключительной витрине этого зала находятся фотографии почетных жителей области. Сейчас, уважаемые гости, я приглашаю вас спуститься на первый этаж и посетить зал природы. В целом, в нашей экскурсии осталось еще 2 зала. Пойдемте.